Несколько амбициозных проектов разрабатывает в Якутске лаборатория биотехнологий. Это резидент технопарка «Якутия». Как давно и над чем они работают, узнавала Анастасия Кобызева. Совсем скоро ученые научатся выращивать части тел и целые органы при помощи внеклеточного матрикса. Это не миф, а реальность. Матрикс получают из внутренних органов животных. В лаборатории биотехнологии Якутска от мейнстрима не отстают. Внеклеточным матриксом занимаются уже 3 года. Наши ученые за основу берут органы северных оленей. Мы берем орган, подключаем его к прибору, и в течение нескольких дней вымываются все клетки. Остается просто внеклеточный слой, состоящий из структурных белков и гликопротеидов. И вот этот комплекс, который остается, и мы используем как сказать, можно метафору провести. Жильцы, например, это клетки, а матрикс – это дом. И клетки организма начинают заполнять матрикс, формируя уже готовый орган. В частности, например, чем мы занимаемся, это кожа человека. Если из органа удалить все клетки, то останется бесцветный желеобразный каркас. Ему можно придать любую форму, сделать его гелеобразным или твердым. Можно сделать компонент, похожий на бумагу, из которого очень удобно делать пластыри. Конечно, самый, наверное, ценный будет у нас это гель. Пока что мы работаем над тем, как сделать его такой вот нужной консистенции, похожей на гель, желе. Но это механические моменты, с которыми мы справимся. Также в лаборатории выращивают специальные клетки-фибробласты. Они лечат ожоги и обморожение. В случае каких-то повреждений кожного покрова вы можете прийти и сказать: вот мои клетки, я хочу восстановиться. И восстановление будет намного быстрее. Да, не будет отражения, это же ваши собственные клетки, которые будут делиться и создавать новую кожу. Фибробласты уже много лет показывают себя на деле. Биоматериал давно введен в мировую практику, но для Якутии это пока новинка. В прошлом году пациенту из Якутска с ожогами пересадили биотехнологическую кожу. Об успехах внеклеточного матрикса пока говорить рано. Но время не стоит на месте. В обозримом будущем и матрикс будет помогать восстанавливать поврежденные части тела. Анастасия Кобызева, Артем Алексеев, Якутск.